24% от объема мировой экономики, ВВП в 24,5 триллиона долларов, население 3,5 миллиарда человек, 65% территории Евразии. ШОС – это уже давно одна из крупнейших в мире экономических, промышленных, культурных, научных объединений. Еще в начале лета эту организацию неофициально называли «золотой девяткой». В июне семья выросла. В ШОС вступила Беларусь. Чем полезно для Кыргызстана и других стран-участниц присоединения давнего партнера к организации? Можно, конечно, обратиться к сухой статистике, но мы пойдем другим путем. Собственными глазами увидим все сильные стороны Белоруссии. В первую очередь Беларусь – это государство с развитой реальной экономикой. Сложно назвать то, что страна не производит. Свое знакомство с белорусским производством начнем с самого большого – карьерная техника БелАЗ. Каждый третий самосвал такого типа в мире выпускается на белорусском автомобильном заводе. Ее знают во всем мире. Эти гиганты работают в 80 странах. Примечательно, что разработано свыше 550 модификаций карьерной техники для работы в разных климатических условиях. Техника интересная, техника сложная, ну и при этом мы постоянно двигаемся в инновации, потому что если мы будем стоять на месте, то нас просто съедят. Мы работаем не только над усовершенствованием старых конструкций, мы создаем новые самосвалы, это и сверхвысокой грузоподъемности 450 тонн, это и водородная тематика, и тематика работы карьерного самосвала на сжиженном природном газу, это тематика и работы карьерного самосвала на аккумуляторных батареях. БелАЗ – это единственная в мире компания, которая производит карьерную технику конвейерным путем. Сейчас мы находимся в зале, где собирают так называемых малышей. Правда, их только так называют в БелАЗе. На самом деле эта машина может поднять от 30 до 90 тонн груза. Самый большой самосвал БелАЗа – модель 75710. Он может в теории перевести 2 синих китов, которые в свою очередь считаются самыми крупными живыми существами на нашей планете. Вот это самая крупная машина БелАЗа. Она может перевозить до 500 тонн груза. А ее колесо, обратите внимание, какое оно огромное, высотой 4 метра. И стоит оно, в принципе, как хороший легковой автомобиль – 60 тысяч долларов. В последние годы модели БелАЗа усовершенствуются в сторону экологии. Сложно поверить, но сейчас эти гиганты ездят на газе и электричестве, а кто-то даже на солнечных батареях. Перед отправкой каждый автомобиль проходит испытания. В среднем необходимо проехать 13-15 километров. Для этого на территории завода есть специальная зона, на которой созданы условия, максимально приближенные к тем, с которыми техника может столкнуться на карьерах, уже на месте работы. Вот сейчас мы находимся на БелАЗе, который проходит испытания, и это уникальная техника. Дело в том, что он работает на электричестве. Несмотря на свои габариты, БелАЗы практичны и просты в использовании. Как показывает аналитика, они редко ломаются, а управление ими очень понятно. Ну и управляешь как легковой машиной, то есть даже можно и легче. Самое главное — это
габариты чувствовать. А в управлении тут электроусилитель, даже в обычном там гидроусилитель, но там до такой степени, что можно одной рукой управлять. Кабина очень удобная, коробка автомат, круиз-контроль, кондиционер. Все условия для водителя. Существует такая шутка, что самый известный в мире белорус – это трактор. Машина представлена и работает на 5 континентах нашей Земли. Это 125 стран. Что касается Кыргызстана, то экспорт, покупка белорусского трактора за последний год увеличилась на 173%. Одна из комплектующих для нашего трактора – это радиаторы, которые действительно производятся в Кыргызстане. Вот для нас радостно, что это в том числе кооперационный проект, хотя, конечно, прямые поставки тракторов тоже у нас есть. И вот по итогам 2023 года для нас особенно отрадно, что темп просто очень впечатляющий, это 170% к 2022 году. То есть мы рассчитываем на то, что наши и торговые, и кооперационные связи будут усиливаться. Свой путь по миру белорусский трактор начинает отсюда, с зала Минского тракторного завода. Предприятие было открыто в 1946 году. Здесь производится до 80% колесных тракторов СНГ. 90% готовой продукции идет на экспорт. В прошлом году завод поставил на мировые рынки тракторы на 750 миллионов долларов. Создается белорусский трактор по тому же принципу, что и машинки в конструкторе Лего. Отлитые детали соединяются в единое целое. Вот сейчас за моей спиной происходит процесс соединения кабины с основанием будущего трактора. Белоруссия – одна из немногих стран, которые после распада Советского Союза смогла сохранить заводы и фабрики, открытые еще на заре СССР. Одно из таких предприятий – Белорусский завод медицинских препаратов. Он считается лидером фармацевтической отрасли республики. 60 лет работы. Около 300 наименований ассортиментного портфеля. Поставки более чем в 15 стран мира. Сегодня у нас уже не 250 рабочих мест, как было там в 1965 году. Сегодня это без малого 3000 человек работает на предприятии. Мы производим порядка 300 препаратов разных фармакотерапевтических групп. Мы производим 5 миллиардов таблеток, ориентировочно 5 миллиардов, 200 миллионов капсул, 300 миллионов ампул, которых в то производство, где вы сегодня посещали, вот мощность его такая. Гели, мази, порядка 15 миллионов флаконов и туб. Ассортимент очень широкий, поэтому в любом случае дефектура недопустима, особенно на внутреннем рынке. Мы должны обеспечить лекарственную безопасность нашей страны, и мы это делаем. Белорусская обувь широко известна в странах постсоветского пространства и далеко за его пределами. Ее рекомендуют ортопеды и выбирают сами потребители. Один из лидеров обувной промышленности – компания «Марка». Современное оборудование, новые технологии, команда профессиональных дизайнеров – все это делает обувь «Марка» удобной, качественной и красивой. На предприятии холдинга работает очень профессиональная группа художников-модельеров, которые посещают специализированные обувные выставки, изучают тенденции моды в интернете на специализированных сайтах. На основании всего этого и, конечно же, на основании аналитики по продажам за прошлые годы девочки разрабатывают новую коллекцию с учетом всех современных новых мировых тенденций. «Марка» – это не только обувь. Здесь изготавливают меховую верхнюю одежду, кожаные аксессуары. Комбинат был основан в сентябре 1991 года в Витебске. Это частная компания. Ведение бизнеса частного в Беларуси я не вижу разницы. Даже вот мы разговаривали, хорошие есть партнеры в Германии, они даже говорят, крупный, частный, новый, сейчас гораздо может быть хуже, скажем, в Европе открыть, чем, скажем, здесь открыть и работать. Открыть – это не проблема, а сам факт работать. IT-индустрия – самая динамично развивающаяся отрасль в Беларуси и с каждым годом превращается во все более мощный драйвер экономики страны, сферу стратегического значения. Белорусской Кремниевой долиной стал созданный в 2005 году парк высоких технологий. Парк высоких технологий является особым правом
плановым режимом для высокотехнологичных компаний, преимущественно в сфере IT, но и в других отраслях высоких технологий. Сегодня парк – это примерно 2,5% ВВП Беларуси и около 20% экспорта услуг всей нашей страны. Резиденты Белорусского парка высоких технологий живых денег на реализацию своих проектов не получают. Преференции заключаются в выгодном налоговом обложении. В частности, это нулевая ставка налога на прибыль, доход, нулевой НДС, нулевой налог на зарплату. Законодательство тоже развернули в сторону айтишников. Иностранцам стало проще получать вид на жительство и разрешение на работу. Как итог, высокие технологии теперь просочились во все сферы жизни страны. Благодаря вот этой разработке врач-диагност получает голограмму, которая позволяет ему увидеть все в точности. Особенность заключается в том, что управлять можно руками. При необходимости приблизить или наоборот отдалить. Все видно очень хорошо. А это уже IT в сочетании с космосом. У Беларуси есть свой собственный спутник. Благодаря ему контент могут распространять более 200 телеканалов и радиостанций. На сегодня через спутник Белинтерсат-1 вещают телевизионные каналы и радиостанции стран Центральной и Западной Европы, а также Африки. Управляется космический аппарат Земли. Вот эта большая 13-метровая антенна координирует его движение, а антенны, которые поменьше, обеспечивают связь со спутником и принятие сигнала от него. В основе спутника лежит китайская космическая платформа. Сам аппарат рассчитан на 15 лет работы. Как известно, первый космический аппарат был создан совместно с китайской промышленной корпорацией, и позицию, которую использует сейчас спутник, 51,5, является позицией администрации связи Китая. На текущий момент мы проводим исследовательскую работу о перспективах развития национальной системы спутниковой связи и вещания. Мы рассматриваем вопрос сотрудничества с различными компаниями и организациями иностранными, потому что различные проекты в космической сфере, они не могут быть в полной мере локализованы в одной стране. Они все имеют международный какой-то бэкграунд, какой-то фундамент. Мы рассматриваем возможность, с кем, то есть в первую очередь мы исследуем, с кем возможно сотрудничать. Беларусь вошла в число мировых лидеров по уровню развития здравоохранения и медицины. Флагман – Республиканский клинический медицинский центр. Здесь оказывают все виды медицинской помощи. Акцент делается на новые методы как консервативного, так и хирургического лечения. Отдельного внимания заслуживает учебный центр заведения. Здесь юные специалисты оттачивают свое мастерство на компьютерах и роботах. Симулятор хорош, он позволяет, в общем-то, здесь не просто наши механические движения, скажем так, вперед-назад осуществлять. Здесь учитываются все особенности анатомии пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. Ну, если говорить про гастроскопию, которую в данный момент я выполняю. Здесь имитируется ощущение пациента. Вот эта крышечка это необходимо для пункции плевральных полостей. Ну, это отрабатывают уже доктора, которые непосредственно этим занимаются. Республиканский клинический медицинский центр сотрудничает с зарубежными медицинскими учреждениями и всегда готов поделиться своим опытом с клиниками ШОС. Обмен мнениями, обмен навыками – это всегда идет на пользу любой стране, потому что только изучая опыт коллег, особенно в медицине, мы можем продвигаться вперед. Предупрежден – значит защищен. Правилам безопасной жизни в Беларуси уделяется повышенное внимание. Образовательный центр безопасности жизнедеятельности – это современный метод борьбы с ЧС. Здесь на практике можно отработать правила поведения в любой опасной ситуации.
В центре отрабатываются практически все ситуации, с которыми человек может столкнуться в течение своей жизни. Вот сейчас мы видим то, как происходит землетрясение. Ну а в этой комнате уже идет отработка того, как передвигаться по разрушенному зданию в результате землетрясения. Здесь созданы максимально реальные условия. Действительно можно увидеть, что на земле валяются, на полу здания валяются камни. Поверхность стала совершенно неровной. Передвигаться очень сложно. Для того, чтобы выйти, приходится за что-то цепляться. Как вести себя на водоемах, в лесу, при начале пожара, как выбраться из задымленной комнаты, как спастись во время бомбардировок или радиационной атаки. Это лишь малая часть того, чему можно научиться в Центре безопасности жизнедеятельности. Здесь нет нудных лекций, все постигается путем собственного опыта. Данный тренажер имитирует аварию, и он переворачивается вокруг своей оси на 360 градусов. Здесь важно напомнить всем людям, что важно пристегиваться, когда они едут в поездку, важно отвечать за безопасность своих малышей, именно усаживать их в кресла, предназначенные для этого. Подготовка профессиональных спасателей в Беларуси на высоком уровне. МЧСников готовит Университет гражданской защиты, в котором, к слову, обучаются и кыргызстанские офицеры. Если говорить в целом про наш университет, то у нас выстроена достаточно стройная система подготовки специалистов от спасателей пожарных до докторов наук. Вот эта стройная система, она предполагает, скажем, поэтапное прохождение ступеней в обучении. Это спасатель пожарный, получение офицерского звания, это магистр, это наличие, то есть это подготовка научных кадров. Если мы говорим про университет гражданской защиты, то здесь достаточно большой спектр реализуемых образовательных программ, как в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В том числе мы реализуем программы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Беларусь – это рай для туристов. Во-первых, здесь создана необходимая инфраструктура. Налажено авиасообщение как внешнее, так и внутреннее. Автомобильные дороги способствуют комфортным путешествиям. Покрытие интернетом превышает 99%. Развита сфера отелей, общепита. Страна занимает лидирующие позиции в международных рейтингах по турбезопасности. Во-вторых, здесь есть на что посмотреть. В реестре историко-культурных ценностей, которые находятся под защитой государства, находится свыше 5000 объектов. Это древние замки, вотчины, охотничьи угодья. 4 объекта включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Беловежская пуща, замковые комплексы «Мир», «Несвижи». В каждом городе республики есть на что посмотреть, но, пожалуй, лидирует в этом негласном соревновании Минск. В истории Минска были разные этапы. Эпохи рассвета и упадка. Он был и столицей княжества и переживал войны. Во времена фашистской оккупации город практически полностью разрушили. После окончания войны столицу восстановили. Сюда для этого отправляли лучших специалистов. Сегодня, несмотря на тяжелую судьбу, Минск сохранил дух города с богатой культурой и историей. Минск вообще уникальный город, и его архитектура представлена разными периодами. И, конечно, обманчивый облик города современного, который на первый взгляд кажется абсолютно не с глубокой историей, на самом деле хранит действительно историю очень глубокую. И погружаясь в эту историю и посещая наш город, можно постепенно увидеть разные периоды, разные государства и разную архитектуру. И действительно город привлекает и своими масштабами, и огромным
огромными площадями, большими парковыми зонами, широкими проспектами и действительно гостеприимством нашего города и наших жителей. И я надеюсь, что все, кто приедут в наш город Минск, обязательно это ощутят. Беларусь – идеальный выбор для туристов, которые привыкли к путешествиям по воде. Ведь не зря ее называют страной озер. Беларусь – это уникальная страна. Не имея моря и выхода к нему, она развивает парусный вид спорта. Причем весьма успешно, потому что ее спортсмены регулярно занимают первые и призовые места на международных титульных соревнованиях. А главная тренировочная база находится здесь – рукотворное Минское море. Море рукотворное, насколько оно все-таки близко по своим условиям к реальному морю? Ну, Минское море, оно было создано искусственно, поэтому это второе его название Заславское водохранилище. Но, тем не менее, оно отвечает всем требованиям хорошего моря, поэтому тут яхтсмены у нас есть и чемпионы мира, и Европы, которые прошли подготовку и здесь, а в итоге стали победителями международных регат. Насколько популярен сейчас яхтинг в Беларуси и что для этого делается со стороны государства, чтобы эту популярность поддерживать? Государство, конечно, нам очень помогло. У нас был создан яхт-клуб Федерация парусного спорта, полная реконструкция. И сейчас есть возможность, у нас многофункциональная площадка, которая есть и для отдыха, и для спорта, все условия. То есть было закуплено громадное количество яхт, которые дети могут заниматься, в отличие от многих видов спорта, бесплатно парусным спортом. Поэтому только бойцы, особенно девчонки бойцовские у нас приходят, становятся чемпионками мира и Европы. И все условия для того, чтобы... Но, к сожалению, даже не к сожалению, а может отчасти, что вид спорта очень сложный технически, и не каждый тут приживается. Потому что если и погода и сложная, и ветер, и дождь, и очень сильный ветер. И многие бросают в этот момент спорт, но остаются самые бойцы. Многие говорят, что яхтинг – это очень дорогой вид спорта. Вы с этим согласны? Абсолютно не согласен, потому что каждый может прийти, заниматься. Во-первых, для детей это в принципе бесплатно. Для взрослых это можно вписаться в какой-то экипаж, грубо говоря, сказать, я буду оплачивать стоянку, паруса, там помогать. Это копейки, можно сказать. И буквально вчера у нас закончилась регата Кубок Федерации среди любителей, где участвовало порядка 30 яхт. И было очень много знакомых, которые с удовольствием участвуют. Кто-то первый раз, кто-то второй раз, кто-то уже вписался в экипаж, и они просто постоянно гоняются. Поэтому парусный спорт открыт для всех. А насколько он экологичный, безопасный? Он не то что экологичный, он в принципе самый экологичный. То есть вот сейчас мы идем под парусами, мотор не работает. Сергей Николаевич хочет поворот все сделать. На самом деле под парусами это самый экологический вид спорта. Мы даже рыбу не тревожим. Хоть нас каждый год пытаются там навязать нерест, там все прочее, мы объясняем, мы рыбу не тревожим. Вот сейчас мы сделаем поворот, смотрите, вот мы делаем поворот. И при этом ни одно животное не пострадает. А есть еще опасения, что это довольно-таки опасный вид спорта. Что вы можете об этом сказать? И подготовка инструкторов много времени занимает? На самом деле парусный спорт он не опасный. У нас обязательное требование – это жилет. Учитывая, что лето это в принципе очень тепло, то есть можно и полчаса купаться. Но на самом деле всегда детей сопровождает тренер. То есть на катере, быстроходном, который, если он видит какую-то опасность, он подъезжает, смотрит. Ребенок сам восстанавливает яхту на ровный киль, и поэтому проблем нету.
Большие яхты, такие как мы сейчас прогуливаемся, они в принципе не переворачиваются. Поэтому прогулки абсолютно безопасные. Мы вот Гимсу все время намекаем российскому, потому что яхты от 6 метров, в принципе, жилеты не нужны. Мы с вами для безопасности, наше законодательство требует от нас. Вы видите сегодня в жилетах. Но, тем не менее, от 6 метров яхта в принципе не переворачивается, поэтому мы могли бы и без жилетов ходить в России. Но пока мы вынуждены требовать, что как надо. Поэтому не волнуйтесь, всегда приходите. Несчастных случаев не было и никогда не будет. Будучи частью Советского Союза, Белорусская республика первой получила удар от фашистов. Вся территория была оккупирована. За время оккупации было разрушено, разграблено 209 из 270 городов. Полностью или частично уничтожено почти 6 тысяч деревень. Создано 260 лагерей смерти. По неполным данным, фашисты уничтожили в них 1,5 миллиона человек. Хатынь. В наше время это слово стало символом ужаса и боли. В 1943 году фашисты загнали всех жителей деревни в сарай, облили его бензином и подожгли. Тех, кто пытался выбраться наружу, расстреливали на месте. Меньше чем за час было уничтожено 147 человек. Самому младшему жителю Хатыни на момент смерти было всего 7 недель. Чудом в этот день смогли уцелеть 7 юных жителей Хатыни. Историю одного из них теперь слышат тысячи посетителей музея комплекса. Раньше все было нормально. Мы с отцом заготавливали дрова, а в доме нашем были партизаны. Немного, человек 6. До того страшного дня Хатынь была мирной деревней, 26 дворов. Утром 22 марта в 6 километрах от нее партизаны обстреляли немецкую автоколонну. Погиб немецкий офицер. Вскоре после этого Хатынь окружили каратели, и деревня была сожжена дотла. Когда сгорает деревянный дом, все, что от него остается, это печная труба. Дело в том, что ее всегда делают из кирпича. А кирпич, как известно, не горит. А люди, которые первыми попали после случившейся трагедии в Хатынь, увидели именно вот эти 26 обгорелых кирпичных труб. Сейчас они заменены на бетонные, и каждая из них увенчана колоколом. Колокол звонит каждые 30 секунд, как напоминание о тех людях, которые погибли здесь. На месте Хатыни в 1969 году был открыт мемориальный комплекс. В Белоруссии фашисты дотла вместе с людьми сожгли 650 деревень. Потому в комплексе особое место отведено кладбищам таких поселений. В саркофагах находится земля, привезенная с них. Решение о создании мемориального комплекса, который бы увековечивал память сожженных деревень, было принято в 1966 году. Был объявлен конкурс на лучший проект. В конкурсе победили архитекторы Градов, Левин, Занкович и скульптор Селиханов. 5 июля 1969 года в честь 25-летия освобождения Беларуси был открыт мемориальный комплекс. И сюда поехали люди, чтобы почтить память. Мемориал посвящен не только памяти жителей деревни Хатынь, он посвящен всем сожженным деревням, жителям всех сожженных деревень. Мы знаем, что на территории Беларуси за 3 года оккупации было сожжено вместе с жителями свыше 600 деревень, свыше 280 сожженных вместе с жителями так и не возродились после войны. Укрепление экономического, культурного, научного измерения, повышение уровня безопасности, зеленая экономика. Эти направления в работе ШОС сейчас в приоритете. Потому наработки Беларуси в данных сферах явно обогатят опыт золотой десятки. Екатерина Такамбаева, Мухтарулу Умурбек, ТВ-15.